Я буквально недавно читал Библию и увидел одну и ту же самую историю, которую я читал уже, наверное, раз 100. Ir neseniai skaitydamas Bibliją pastebėjau vieną istoriją, kurią skaičiau turbūt jau 100 kartų. Это история про Саула, когда у них была очень большая битва, и перед ними было просто нереально большое войско. Ir tai yra istorija apie Saulių, kai jis turėjo ten didžiulį mūšį ir tiesiog didelis ten laukas buvo prieš juos. И мне Бог показал ясную картину, когда два разных человека смотрят на одну и ту же ситуацию совсем разным взглядом. Ir Dievas man parodė tokį paveikslą, kai du skirtingi žmonės žiūri į tą pačią situaciją visai kitais akimis. Вы знаете, я вообще такой человек, который любит всегда очень хорошо все просчитывать и планировать. Žinote, aš esu toks žmogus, kuris mėgsta viską labai gerai apskaičiuoti ir suplanuoti. И это на самом деле нормально, когда мы все считаем, планируем, когда мы хотим, чтобы у нас в жизни все было, как говорится, под контролем нашим. Ir tai iš tikrųjų yra gerai ir normalu, kai mes ten planuojam, skaičiuojam ir norim kontroliuoti viską, kas yra mūsų gyvenime. Но проблема начинается именно тогда, когда вот эти контроль, он становится условием моего внутреннего мира. Bet problemos prasideda tada, kai va, tokia kontrolė tampa mano vidinės ramybės sąlyga. Когда я хочу планировать, все контролировать, и что-то выходит из-под моего контроля, у меня уходит внутренний мир. Kai aš noriu viską suplanuoti, sukontroliuoti ir kažkas išeina iš mano kontrolės, aš prarandu vidinę ramybę. И возникает тогда очень важный вопрос. Кто на самом деле контролирует мою жизнь? Я или Бог? Ir tada kyla labai svarbus klausimas, kas iš tikrųjų kontroliuoja mano gyvenimą, aš ar Dievas. Мы знаем, что история и Саула и Иоанафана, она очень хорошо раскрывает вот этот момент про контроль. Ir mes žinome, kad Saulius ir Jehonatano istorija labai gerai parodo tą momentą apie kontrolę. И первый момент, который я хочу, чтобы мы сейчас проговорили, это проблема была не в системе, а в сердце. Ir pirmas toks momentas, kurį norėčiau pastebėti, kad problema buvo ne sistemoje, bet širdyje. Я хочу, чтобы мы вернулись еще чуть-чуть назад и посмотрели вообще историю Библии в книге Судей. Aš norėčiau truputį sugrįžti atgal ir pažiūrėti istoriją Teisėjų knygoje. Если мы вспомним, как Бог выводил израильский народ и сколько Он чудес делал, сколько видели они всего Бога в действии там. Jeigu mes prisiminsime, kaip Dievas vedė Izraelio tautą iš Egipto ir kiek ten jie matė stebuklų ir Dievo veiklos, то книга Судей, она раскрывает для меня достаточно печальную картину на самом деле. tai Teisėjų knyga parodo man tokį labai liūdną paveikslą. Мы видим, что буквально через короткое время, я для себя считал, знаете, мне очень нравится анализировать, сколько времени прошло от смерти Иисуса Навина и от того, как они перешли через реку Иордан, до их первого такого явного грехопадения. Ir kadangi man labai patinka skaičiuoti, aš taip maždaug įvertinau, kiek laiko praėjo nuo Jozuės mirties ir kai Izraelio tauta perėjo per Iordaną iki jų tokio pirmo rimto nusidėjimo. И на самом деле прошло совсем немного времени, когда уже израильский народ начал очень сильно отходить от Бога. Ir iš tikrųjų praėjo labai nedaug laiko, kai Izraelio tauta pradėjo tolti nuo Dievo. Книга Судей, 21 глава, 25 стих показывает очень, одной строчкой показывает очень ярко, что происходило в то время. Ir Teisėjų knygos 21 skyriaus paskutinė eilutė labai vaizdžiai mums parodo, kas iš tikrųjų vyko. Написано, что в те дни у Израиля не было царя. Yra parašyta, tuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus. И каждый делал то, что считал правильным. Ir kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Послушайте, книга Судей заканчивается словами «каждый делал то, что ему казалось справедливым». Ir klausykite, Teisėjų knyga pasibaigė tokiais žodžiais. Kiekvienas darė tai, kaip jam atrodė teisinga. Буквально проходит 30-35 лет, Николай, правильно я говорю или нет? Ты меня поправишь, может? Вот он больше знает информацию, но я это отслеживал, кстати. Jūs, tu turbūt geriau žinai, bet aš man atrodo, kad praėjo kažkur 30-35 metai. И в Израиле начинается полная деградация. Ir Izraelyje prasideda visiška degradacija. Мы видим, как Миха такой был один человек. Mes matome, kai buvo toks Micha vienas Вот žmogus. я думаю, откуда Миша пошел. Aš galvoju, iš kur vardas Miša kilęs. И этот Миха украл у мамы денежку.
Ir tas Micha pavogė pas mamytę pinigėlius. И потом он приходит и говорит: мам, хочу признаться, это ты там проклинала всех, кто украл деньги, но это был я. Ir jis sako, mamyt, noriu tau prisipažinti, tu ten prakeikiai tuos, kas pavogė pinigėlius, bet tai buvau И aš. мама говорит: ой, ты мой хороший, и отдает ему эти деньги. Ir mamytė iš karto sako, oi, tu mano gerulis, ir atiduoda tos И мы pinigėlius. видим, что Миха берет вот эти деньги, серебро и делает из них идола. Ir mes matome, kad Micha paėmęs tuos pinigėlius pasidaro savo stabą. Дальше еще история хуже встает. O toliau istorija eina vis blogin. Один левит, который должен был учить народ израильский закону Божьему, Kunigas Levitas, kuris turėjo mokinti Izraelį Dievo įstatymų. и где они должны были учить, помним или нет? Николай, подскажи, Вифиль, правильно? Ir kur jie turėjo mokinti Betelėje. Написано, что он путешествует и ищет получше условия. Parašyta, kad jis tiesiog keliauja ir ieško geresnių sąlygų. И вот он как раз приходит к этому Михе, Ir jis ateina pas tą Michą, рассказывает ему, кто он. pasakoja, kas jis. И Миха говорит: слушай, давай ты у меня будешь священником, а я буду благословен перед Богом. Ir Micha sako, taip tu būsi pas mane kunigu ir aš būsiu palaimintas Dievo akise. Мы смотрим, насколько было искривлено понятие людей о том вообще, что происходит и кто является источником благословения. Ir mes matome, kaip viskas iškrypo ir kaip žmonės klydo, manydami, kas yra palaiminimų šaltinis. Буквально через короткое время мы видим вторую страшную историю. Ir per trumpą laiką mes matom kitą baisę istoriją. Один левит Vienas levitas kunigas имел наложницу. turėjo sugulovę. Я не знаю, от какой жизни, но она убежала от него. Nežinau, koks ten buvo gyvenimas, bet jį pabėgo. И вот, видно, он как-то соскучился за ней и решил пойти за ней, чтобы ее вернуть. Nu ir jis jos pasiilgo ir nuėjo jos sugražinti. Я не буду сильно рассказывать подробности, но все закончилось тем, что он все-таки ее вернул и шел назад домой. Aš smulkiai nepasakosiu, bet galų gale jis ją susigražino ir jau ėjo namo. И так как дорога их была длинная, то ему нужно было где-то переночевать. Ir kadangi kelias buvo ilgas, jam reikėjo pernakvoti kažkur. И мы видим, что они пришли к колену Вениамина и просто сели на площади, чтобы кто-то их забрал на ночлег. Ir mes matome, kaip jie atėjo į Benjamino giminę ir tiesiog atsisėdo aikštėje, tikėdamasi, kad kažkas pasikvies. И после того, как один человек, который расположил свое сердце, забрал их к себе на ночлег, Ir po to, kai vienas žmogus, kurio širdis buvo nusiteikusi juos pasiimti ir jis pasiėmė juos nakvoti, происходит что-то страшное. atsitinka kažkas baisaus. Представьте, это не были язычники, Įsivaizduokite, tai nebuvo pagonis, это не был Содом и Гоморра, tai nebuvo Sodoma ir Gomora. это было колено Израиля, Вениамина написано. Они пришли и сказали: выведи нам этого мужика, мы его познаем. Ir tai buvo Benjamino giminė, Izraelio giminė. Ir jie pasakė, išvesk mums tą vyrą, mes jį pažinsime. Библия очень так красиво описывает: познаем. Ir Biblija labai Вы gražiai понимаете, о taip чем речь идет, sako, да? Познаем. pažinsime. Jūs Послушайте, не suprantate, наложницу, supraskite, tai а nesugulovė. именно мужчин. Насколько уже было искривлено Тавира. понятие. Kaip jau buvo viskas iškreipta. И история заканчивается тем, что этот левит, который очень любил свою наложницу, говорит: вот, берите эту наложницу, Ir делайте с ней что хотите. istorija pasibaigė tuo, kad tas levitas kunigas tiesiog paėmė savo sugulovę, išveda ją ir sako, nu va, tai darykit su ją, ką norite, o jis ją И вы labai mylėjo. представьте, они настолько издевались над ней, что написано: к утру она умерла. Ir įsivaizduokite, jie taip privartavo ją, kad parašyta, kad paryčiais jinai mirė. После чего он берет ее, рубит на 12 кусков и отправляет по всему Израилю. Ir tas levitas sukapojo ją į 12 gabalų ir išsiuntė per visą Izraelį. Друзья, это не страшные какие-то истории, я вам рассказываю. Draugai, čia ne kažkokias baisias istorijas aš jums Это pasakoju. реальность Библии, которая честно говорит о всем, что происходило. Tai yra realybė ir Biblija labai sąžiningai pasakojo tai, kas vyko. И вот книга Судей заканчивается вот такими словами, что
каждый делал, что ему казалось справедливым в Израиле. Ir teisėjų knyga pasibaigė tokiais žodžiais, kad kiekvienas darė tai, kas jam atrodė teisinga. Бог иногда посылал им судей, чтобы они спасали Израиль от оккупантов, которые приходили в то время. Ir Dievas kartais siuntė teisėjus, kad jie gelbėtų Izraelį nuo okupantų, kurie ateidavo kartais. И последним судьей, помните, кто был? Ir paskutinis teisėjas, kas Друзья, кто buvo? был последним судьей? Kas buvo paskutinis teisėjas? Самуил. Samuelis. Это был Божий помазанник, Божий человек, Tai buvo Dievo pateptasis, Dievo žmogus, через которого Бог делал явные победы в Израиле. per kurį Dievas duodavo pergalės Izraeliui. Но мы видим, что Израиль, вот я уже думаю, что в то время они понимали, что у них назревает конфликт с аммонитянами. Bet mes matome, kad Izraelyje jau žmonės suprato, kad ateina konfliktas su amonitais. Это было при Самуиле еще. Tai buvo dar būnant Samueliui. И я думаю, что конфликт не возник вот так вот Ir aš быстро. galvoju, kad konfliktas neatsitiko štaip, taip Это greitai. было какой-то период времени, когда это все накапливалось, и вот Израиль, он понял, сейчас будет проблема у нас. Ir buvo tam tikras periodas, kai Izraelis pagaliau suprato, va toj mes turėsime problemų. И что решает для себя Израиль? Ir ką nusprendžia savo Izraelis? Они приходят к Самуилу и говорят, Jie ateina pas Samueliui ir sako, нам нужен царь. mums reikalingas karalius. Нам нужен царь. Mums reikalingas karalius. Давайте прочитаем. Perskaitykime Сейчас высветим второй пункт. ir parodysim antrą punktą. Я его назвал «Первая битва». Система как будто сработала. Ir aš pavadinau pirmasis mūšis ir sistema kaip ir suveikė. Первое царство, 11 глава, 1, 2, 6 стих. Pirma Samuelio knyga, 11 skyrius, 1-6 eilutės. Аммонитянин Нахаш пришел, осадил Иовеш Галаадский. Все жители Иовеша сказали ему, заключи с нами союз, и мы будем подчиняться тебе. Но Нахаш, аммонитянин, ответил, я заключу с вами союз только на том условии, что выколю каждому из вас правый глаз и так покрою бесчестием весь Израиль. 6 стих. Когда Саул услышал их слова, Дух Бога с силой сошел на него, и Саул разгневался. Amonitas Nahašas atžygiavo ir apsupo Jabeš Gileadą. Tada Jabešo gyventojai sakė Nahašui, sudarykime sandūrą ir mes tau tarnausime. Amonitas Nahašas jiems pats sakė, aš sudarysiu su jumis sandūrą su tokia sąlyga, kiekvienam iš jūsų išdursiu dešinę akį ir tai pažeminsiu visą Izraelį. Ir kai jis tai išgirdo, tai Dievo dvasia nužengė ant Sauliaus ir jis užsidegė dideliu pykčiu. Мы видим, что перед этим старейшины израильтян пришли к Самуилу и говорят, дай нам царя. Ir mes prieš tai matėme, kad vyresnieji iš Izraelio buvo atėję pas Samuelį ir sakė, duok mums karalių. Они посмотрели на систему и на уровень правления в других государствах и говорят, мы хотим так же. Jie pažiūrėjo į sistemą ir valdymo lygį kitose karalystėse ir pasakė, mes norim. Послушайте, taip pat. логика у них в то время была для меня понятной, как по-людски. Šiaip iš žmogiškosios pusės aš suprantu jo logiką. Tais Есть laikais царь, yra karalius, есть армия, yra kariuomenė, есть порядок, yra tvarka есть безопасность. ir yra saugumas. Но проблема была в другом. Bet problema buvo kita. Израиль не видел проблемы в том, что она основная в том, что они отходят от Бога. Izraelis nematė problemos tame, kad ir tai buvo pagrindinė problema, kad jie traukėsi nuo Что Dievo. их сердце, оно находится далеко от Бога, и поэтому у них проблемы Kad возникают. jų širdis nutolusi nuo Dievo ir todėl kyla problemos. Но они почему-то решили, что проблема в том, что нету царя, как у других народов. Bet jie kažkodėl nusprendė, kad problema yra tame, kad jie neturi karaliaus kaip kitos tautos. И когда они сказали Самуилу, чтобы он выбрал им царя, Самуил, написано, ему это не понравилось, он помолился Богу, и Бог сказал ему, послушайся всего, что они говорят тебе. Не тебя они отвергли меня, как своего царя.
Ir mes matome, kai jie atėjo pas Samuelį ir paprašė karaliaus, Samueliui tai labai nepatiko, bet Dievas jam pasakė, tai jie ne tave atstumė, bet mane, padaryk, kaip jie nori. И мы видим, что Бог им дает царя Саула, Ir mes matome, kad Dievas duoda jiems karalių Saulių, он идет навстречу израильскому народу, jis eina pas Izraelio tautą и написано, что Саул это был красивый парень в Израиле, ir parašyta, kad Saulius buvo gražus vaikinas Izraelė, красавец, tiesiog gražuolis. выше за всех на голову. Ir buvo aukštesnis už visus visą И galvą. написано, не было такого прекрасного мужчины, как Саул в Израиле. Ir parašyta, kad nebuvo gražesnio vyro už Saulių Izraelėje. Где-то как наш Миша. Maždaug kaip mūsų Miša. И вот, друзья, послушайте, Бог им дает этого царя, Ir draugai, klausykite, Dievas duoda jiems tokį karalių. и мы видим, что когда вот назревает этот конфликт, уже царь Аммонитский обращается к ним и предлагает выколоть каждому мужику правый глаз. Ir mes matome, kai ateina toks konfliktas ir Amonitas Nahašas siūlo kiekvienam vyrui išdurti dešinę akį. А, кстати, знаете, почему он предложил вот, выколоть мужику правый глаз? Ar žinote, kodėl jisai pasiūlė kiekvienam vyrui išdurti dešinę akį? Я тоже исследовал, мне было интересно. Man buvo labai įdomu, aš pasigilinau, Потому что когда была война, nes kai buvo karas, израильтяне, они прикрывались щитом. izraelitai prisidengdavo skydais Надо был глаз, чтобы видеть, контролировать ситуацию. ir jiem reikėjo tos akis, kad jie kontroliuotų situaciją, А он как раз хотел ее выколоть. o jis kaip tik ir norėjo ją išdurti. По сути, он хотел их сделать просто слабыми, бессильными и еще и опорочить. Iš esmės jis norėjo padaryti juos silpnus, bejėgius ir sugėdinti, Но написано дальше интересные слова. bet parašyti toliau įdomus žodžiai. Когда Саул услышал их слова, Дух Бога с силой сошел на него, и Саул разгневался. Kai Saulius išgirdo tos žodžius, Dievo dvasia nužengė ant Saulius ir jis užsidegė dideliu pykčiu. Написано, он тоже разрезал быка на 12 частей, отправил по всему Израилю и сказал, все ко мне. Ir parašyta, kad jis sukapojo jautį 12 gabalų ir išsiuntė per visą Izraelį ir pasakė, visi pas mane. И мы видим, что собирается много Израиль как один человек, и они одерживают нереально большую победу над аммонитянами. Ir mes matome, kad Izraelis susirinko kaip vienas žmogus ir jie turi didžiulę pergalę, nugalėjo Amonitus. И вот представьте, Ir įsivaizduokite, народ израильский думает, слушай, мы хотели царя, Izraelio tauta galvoja, taip, klausykite, mes norėjom karaliaus, мы хотели армию, mes norėjom kariuomenės, и вот оно сработало. tai va, suveikė, Все хорошо, viskas gerai, мы в безопасности, mes saugus, у нас будет мир. mes turėsime taiką. Но есть здесь большой момент, на который надо важно обратить внимание. Bet čia yra labai svarbus momentas, į kurį labai svarbu atkreipti dėmesį. Написано, Дух Божий сошел на Саула. Parašyta, Dievo dvasia nužengė ant Не Sauliaus, Саул стал источником победы. nes Saulius buvo pergalės šaltinis, Бог использовал Саула как инструмент. bet Dievas panaudojo Saulių kaip įrankį. Я вам скажу, что здесь очень важно в нашей жизни тоже не перепутывать. Ir aš pasakysiu, kad labai svarbu mūsų gyvenime nesupainioti, Не перепутывать Божий инструмент с источником. nesupainioti Dievo įrankio su šaltiniu. Бог может благословлять мою работу. Dievas gali palaiminti mano Бог darbą, может благословлять мой бизнес. gali palaiminti mano verslą, Бог может мне дать хорошего врача. Dievas gali duoti man gerą gydytoją Бог может мне открыть в нужный момент нужную дверь. ir Dievas gali atverti man reikiamų momentų reikiamas duris, Но то, через что Бог меня благословил, bet tai per ką Dievas mane palaimino, не должно занять место того, кто меня благословил. neturi užimti vietos to, kas mane palaimino. Третий момент. Ir trečias momentas, Вторая битва. antras mūšis Контроль рушится. ir kontrolė sugriuvo. Давайте прочитаем первая книга Царств, 13 глава, 3-6 стих. Pirmas Samuelio 13 skyrius. Иоаннафан напал на сторожевую заставу филистимлян в Геве, и филистимляне услышали об этом. Тогда Саул велел трубить врага по всей стране и сказал, пусть слышат все евреи. Филистимляне собрались воевать с Израилем, и у них было 3000 колесниц, 6000 колесничих и столько воинов, сколько песка на морском берегу. Они поднялись и расположились лагерем в Михмасе к востоку от Бет-Авена. Когда израильтяне увидели, что они в опасности и что их сильно потеснили, они спрятались в пещерах,
в зарослях, среди скал, в ямах и колодцах. Jehonatanas sumušė Filistinų įgulą Geboje, apie tai išgirdo visi Filistinai. Saulius trimitavo visoje šalyje, sakydamas, tai išgirsta Hebrajai. Visas Izraelis išgirdo, kad Saulius sumušė Filistinų įgulą, į kad Izraelis tapo pasibjaurėjimu Filistinams. Visa tauta buvo pašaukta pas Saulių į Gilgalą. Filistinai susirinko kovoti prieš Izraelį, jų buvo 30 000 kovos vežimų, 6 000 raitelių ir pėstininkų kaip smilčių ant jūros kranto. Jie atžygiavo ir pasistatė stovyklą Michmaše į rytus nuo Bet Aveno. Izraelitai pamatė, kad jiems grėsia pavojus. Priešo spaudžiami žmonės slapstėsi olose, urvuose, tarp olų, aukštumuose ir daubose. Проходит совсем немного времени. Praeina visai nedaug laiko И Иоаннафан, сын Саула, ir Jehonatanas, Sauliaus sūnus, написано, атакует филистимскую заставу, оккупантов. parašyta, kad jis užpuolė Filistinų įgulą, okupantus. Вы знаете, я думаю, что где-то после войны с аммонитянами, когда у них действительно все получилось, и они поняли, что у них есть царь, Aš manau, kad po karo su amonitais, kai jiems viskas gavosi ir jie suprato, kad turi karalių, они уже как бы стали посмелее. jie išdrasėjo. И мы видно, что они уже как бы нарываются на конфликт и нападают на филистимлян. Jie jau kaip ir ieško tų konfliktų ir puola Filistinus. И мы видим, что теперь против них выходит уже не такая армия, а совсем другого уровня, других масштабов. Ir mes matome, kad prieš juos išėjo jau nebe tokia kariuomenė, bet visai kito masto, kito lygio kariuomenė. Мы видим, что теперь против Израиля выходит армия 3000 колесниц, Ir mes matome, kad prieš Izraelį išėjo tokia kariuomenė, kur buvo 3000 kovos vežimų, 6000 колесничьих, 6000 raitelių, а воинам написано, как песка на морском берегу. o karių kaip smilčių ant jūros kranto. И вот послушайте, я хочу, чтобы мы обратили с вами на это внимание. Тот же царь, Ir aš noriu, kad atkreiptumėm dėmesį. Žiūrėkite, tas pats karalius, та же армия, ta pati kariuomenė, все то же самое. Вот старейшины пришли и сказали, дай нам царя. viskas tas pats. Vyresniai buvo atėję ir pasakė, duok mums karalių. Мне казалось бы, народ израильский должен был как один прийти снова к Саулу и пойти воевать. Atrodytų, Izraelio tauta turėtų kaip vienas visi ateiti pas Saulių ir toliau kariauti. Сказать, с нами царь, мы победим. Ir pasakyti, su mumis yra karalius ir mes nugalėsime. Но что происходит? Bet kas vyksta? Написано, они прячутся в пещерах, Parašyta, kad jie slapstosi olose, в ямах, daubose, среди скал. tarp olų. И некоторые бегут вообще за Иордан, другую сторону Израиля. Ir kai kurie bėga net už Jordano į visą į kitą pusę. Тот самый царь, которого они хотели, чтобы воевал их воины. Tas pats karalius yra, kurio jie norėjo, kad kariautų su jų kariais. Но появилась проблема, которая оказалась намного больше, чем их царь. Bet atsirado problema, kuri pasirodė didesnė ir galingesnė už tą jų turimą karalių. Система вчера, которая давала чувство безопасности, сегодня не работает. Ir ta sistema, kuri vakar suteikė saugumo jausmą, šiandien nebeveikia. Вы знаете, в моей жизни, пока план работает, легко говорить о доверии Богу. Žinote, mano gyvenime, kol planas veikia, man labai lengva kalbėti apie pasitikėjimą Очень Dievu. легко говорить, Боже, я тебе доверяю, ты контролируешь мою жизнь. Ir labai lengva sakyti, Dieve, aš tavim pasitikiu, tu kontroliuoji mano gyvenimą. Но иногда Бог специально допускает намного большую битву и большего масштаба, чтобы мы поняли, на чем строится наш контроль, на чем строится наша вера. Bet kartais Dievas leidžia atsitikti tokiam didesniam mūšiui, didesniai problemai, kad mes suprastumėm, ant ko laikosi mūsų kontrolė. Что происходит со мной, когда мой план начинает не работать? Kas vyksta su manimi, kai mano planas nebeveikia? Четвертый момент. Ketvirtas momentas. Саул пытается поставить Бога в свои рамки. Ir Saulius bando Dievą patalpinti į savo rėmus. Давайте прочитаем с вами 1 Царств, 13 глава, 11-12 стих. Perskaitykime iš 1 Samuelio 13 skyriaus 11-12 eilutės. «Что ты сделал?» – спросил Самуил. Саул ответил: «Когда я увидел, что люди разбегаются, ты не пришел в назначенное время, филистимляне собираются в Михмасе, я подумал, теперь филистимляне спустятся в Гилгал, выступив против меня, а я так и не попросил благословения от Господа. Поэтому я решил, что должен принести жертву всесожжения».
Samuelis klausė, ką tu padarėjai? Saulius atsakė, pamačiau, kad mano žmonės pradėjo skirstytis, tu neatvykai skirtų laikų, o filistinai susirinko Michmašę. Aš galvojau, filistinai ateis į Gilgalą, o aš dar nebūsiu maldavęs viešpaties. Aš įsidrasinau ir aukojau deginamąją auką. Мы знаем, что в то время жертву приносить мог только священник, правильно? Mes žinome, kad tais laikais aukoti Dievui galėjo tik tai kunigas Царь не имел права приносить жертву Богу. ir karalius neturėjo teisės aukoti Dievui. Но Саул, слушайте, он нормальный парень, он понимал, что ему нужен Бог, он сам боялся. Bet Saulius, toks normalus vaikinas, jis suprato, kad jam reikalingas Dievas, o pats jisai bijojo. И он решает принести самому жертву Ir Богу. jis nusprendė pats aukoti Dievui. И на мой взгляд, это центральный момент всей этой истории. Ir На чем мы будем сейчас концентрироваться. mano požiūriu tai yra centrinis visos istorijos momentas. Поэтому я попрошу вас, будьте сейчас особо внимательны, Ir paprašysiu, būkite dabar ypač dėmesingi, потому что это центральная мысль моей проповеди. nes tai yra centrinė mano pamokslo mintis. Смотрите, Саул объясняет Самуилу, люди разбегаются, Žiūrėkite, Saulius aiškina Samueliui, žmonės skirstosi, ты не пришел вовремя, tu laiku neatėjai, филистимляне собираются, filistinai susirenka, а я еще не попросил Божьего благословения. o aš dar nesu paprašęs Dievo palaiminimo. И поэтому я принес жертву. Ir todėl aš atnešiau auką. Мы видим, Саул не отказывается от Бога. Mes matome, kad Saulius neatsisako Dievo, Наоборот, ему нужно Божье благословение. kaip tik jam reikalingas Dievo palaiminamas, Но фактически его отношение такое. bet faktiškai jo požiūris yra toks, Боже, ты мне нужен, Dieve, tu man esi reikalingas, но ты должен действовать в это время таким образом bet tu turi veikti šiuo metu tokiu būdu, и таким способом, который определил я. tokiu būdu, kuris patinka man, kurį pasirinkau aš. И здесь происходит очень тонкая грань между верой и контролем. Ir čia eina tokia plona riba tarp tikėjimo ir kontrolės. Саул хотел поставить Бога внутрь своей системы, Saulius norėjo patalpinti Dievą į savo sistemos vidų, а Бог хотел быть над Саулом и над его системой. o Dievas norėjo būti virš Sauliaus ir virš jo sistemos. Саул видел все людскими глазами, он понимал, у него маленькая армия, он сам не сможет. Ir Saulius viską matė žmogiškosiomis akimis, jis suprato, kad tai jis turi mažą kariuomenę. Люди разбегаются, он говорит, Боже, давай бегом, бегом, действуй в моей жизни, потому что все разрушится. Ir žmonės skirstosi ir jis taip, Dieve, greičiau, 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 nes viskas tuoj sugrius. И самое поразительное, Самуил приходит практически сразу после принесения жертвы. Ir nuostabiausia, kad Samuelis ateina beveik iškart po to, kai Saulius atnešė auką. Саулу показалось, что Бог опаздывает. Sauliui pasirodė, kad Dievas vėluoja, Но оказывается, Бог не опоздал. bet pasirodo, kad Dievas nepavėlavo. Саул просто не дождался. Tiesiog Saulius nesusilaukė. И это вопрос тоже очень серьезный к нам. Ir tai svarbus klausimas taip pat ir mums. Что происходит, когда Божье время не совпадает с своим временем? Kas atsitinka, kai Dievo laikas nesutampa su tavo laiku? Когда я молюсь, и ответа нет. Kai aš meldžiuosi, o atsakymo nėra. Когда я рассчитал все, а ничего у меня не складывается. Kai aš viską išskaičiavau, o man viskas nesusiklosto taip. Когда дверь должна быть открыта, а она закрыта. Kai durys turi būti atvertos, o jos uždarytos. И тогда появляется тоже у нас в жизни искушение. Ir tada mums gyvenime kyla pagunda. Если Бог не делает в мое время, как я хочу, Jeigu Dievas neveikia mano laiku, kaip aš noriu, нужно немножко помочь Богу. reikia truputį Dievui padėti. Поставить Бога в свои рамки. Patalpinti Dievui savo rėmus. Подсказать Богу, какой мне нужен муж лучше. Pasakyti Dievui, koks man vyras reikalingas. Подсказать Богу, какая мне карьера лучше. Pasakyti Dievui, kokią karjerą man geriau turėti. А потом, когда идет не по плану, у меня все рушится, весь мир мой рушится. O toliau, kai viskas eina ne pagal planą, visas pasaulis mano griūna. И мы говорим, Боже, где ты? Ну что ж происходит? Ты вообще есть Бог? Ir mes sakome, Dieve, tai kas vyksta dabar, tu iš viso esi? А Бог говорит, нет, ты просто меня вовремя не дождался. O Dievas sako, ne, tu tiesiog manęs nesulaukiai. Ты просто хотел делать так, как ты хотел. Tu norėjai daryti taip, kaip tu norėjai. Ты хотел поместить меня в свою систему. Tu norėjai patalpinti mane į savo sistemą.
Но я не божок, которого ставят, знаете, израильтяне, которому поклоняются. Bet aš nesu tas stabelis, kurį padeda į tam tikrą vietą ir jam lenkiasi. Я Бог, который над системой твоей и всего мира. Aš esu Dievas, kuris yra virš visos tavo sistemos ir tavo pasaulio sistemos. Я Бог, который контролирует все, и твою конкретную жизнь, и конкретную ситуацию, в которой ты сейчас находишься. Aš esu tas Dievas, kuris kontroliuoja viską ir tave, ir tavo konkrečią situaciją, kurioje tu dabar esi. Я Бог, который решает, что для тебя лучше, а что для тебя хуже сейчас. Aš tas Dievas, kuris sprendžia, kas yra tau geriau ir blogiau dabar. И давайте мы движемся дальше. 5 пункт. Ir judėkime toliau. 5 punktas. Саул считает ресурсы, и Иоаннафан смотрит на Бога. Ir Saulius pradeda skaičiuoti išteklius, o Jehonatanas žiūri į Dievą. Мы видим, что Бог говорит Саулу, что за то, что ты не послушался, твое царствие больше не продлится. Ir mes matome, kad Dievas pasakė Sauliui, kad dėl to, kad tu nepaklusai, tavo karalystė nesitęs. Еще он говорит очень, как бы для меня больные слова, и мне даже удивительно, почему Саул так отреагировал. Ir man atrodo, jisai sako Sauliui tokius skaudžius žodžius ir man labai įdomu, kodėl Saulius taip sureagavo. Он говорит, Господь нашел себе человека по сердцу и избрал его вождем своего народа. Jis sako, Dievas rado savo žmogų pagal savo širdį ir pastatė jį savo tautos vadų. Послушайте, Бог только выбрал Саула. Klausykite, Dievas ką tik išrinko Saulių. По сути, только другая битва. Atrodo tik antras mūšis. Ну, чуть-чуть не послушался. Nu, kažkaip truputį nepakluso. И Самуил говорит такие больные слова. Бог выбрал себе другого человека, другого царя по сердцу. Ir Samuelius sako tokius skaudžius žodžius. Dievas išsirinko savo kitą žmogų pagal savo širdį. Слушайте, я думал, что Саул упадет, расплачется, начнет каяться перед Богом. Aš galvoju, kad Saulius ten suklups, verks ir atgailaus prieš Dievą. А знаете, что он сделал? Aš žinote, ką jisai padarė? Он пошел, посчитал своих воинов. Jis suskaičiavo savo karius, Посчитал, что их 600 человек. suskaičiavo, kad jų yra 600 И понял, что все еще хуже, чем он думал до этого времени. ir suprato, kad viskas yra net blogiau, nei jis anksčiau galvojo. И тут на горизонте появляется его сын. Ir štai ten toli atsiranda jo sūnus. Послушайте, вроде папа и сын, ну, с одного теста, как говорится. Atrodo, tėtis ir sūnus, nu kaip ir iš vienos tešlos. Первая книга Царств, 14 глава, 6 стих, очень ярко показывает характер Иоаннафана. Ir pirmos Samuelio knygos 14 skyrius 6 eilutė labai aiškiai rodo Jehonataną charakterį. Иоаннафан сказал своему молодому оруженосцу: давай перейдем к заставе этих необрезанных. Может быть, Господь будет действовать нам во благо. Ничто не может помешать Господу спасать через многих людей или через немногих. Jehonatanas tarė jaunuoliui, kuris nešiojo jų ginklus. Nueikime pas šitų neapipjaustytų įgulos, gal viešpats mums padės, juk viešpačiui nesunku išgelbėti per keli žmonės, kaip ir per daugelį. Послушайте, Иоаннафан говорит своему оруженосцу: для Господа нетрудно спасти через немногих или через многих или через немногих. Ir klausykite, Jehonatanas sakė savo ginklanešiui, viešpačiui nėra sunku išgelbėti per keli žmonės, kaip ir per daugelį. И вот кульминация этой истории. Ir žiūrėkit šios istorijos kulminaciją. Саул смотрит на количество, на ресурс, который у него есть. Saulius žiūri į išteklius, į kiekį, Иоаннафан смотрит на Бога. Jehonatanas žiūri į viešpatį. Саул видит: нас слишком мало. Saulius mato, mūsų yra per mažai, Иоаннафан видит: но Бог остался тем же. o Jehonatanas mato, kad Dievas liko tas pats. Обстоятельства одинаковые. Aplinkybės tos pačios. Филистимляне те же. Filistinai tie patys. Людей также мало. Žmonių tiek nedaug, Но совершенно разная вера. bet visai kitoks tikėjimas. Один смотрит на ресурс, Vienas žiūri į išteklius, другой смотрит на источник. o kitas žiūri į šaltinį. Давайте вспомним историю Гедеона, когда Бог специально оставил мало людей, чтобы показать, что он победил в этой битве. Prisiminkime Gideono istoriją, kai Dievas specialiai paliko labai nedaug žmonių, kad visi žinotų, kad jis nugalėjo tame mūšyje. И мы видим, что Иоаннафан фактически переламывает события этой битвы. Ir mes matome, kad Jehonatanas faktiškai perlaužo to mūšio įvykius.
Они со своим оруженосцем проходят к филистимлянам и буквально убивают 20 человек. Jis ir jo ginklainešys tiesiog nueina pas Filistinus ir nužudo 20 žmonių. Но это наводит такой страх на филистимлян, Bet Filistinams tai sukėlė tokią baimę, что написано, что у них началась паника. kad jie pradėjo panikuoti. Они начали бегать, метушиться. Ir jie pradėjo ten blaškytis. И вот тогда Саул, написано, собирает всех свои войска и начинает нападать на них и добивать, гнаться за ними. Ir tada parašyta, kad Saulius jau surinkęs visą savo kariuomenę, tada jau puolė juos. И меня вот удивляет в это время сердце Иоаннафана. Ir mane stebina Jehonatano širdis. Настолько он по-другому видел вот эту всю ситуацию, вот эту всю войну. Jis tiek kitaip matė visą tą situaciją ir visą tą karą. Я думаю, он так само переживал, боялся. Aš galvoju, jis taip pat bijojo ir Он так jaudinosi. само видел большое войско. Jis taip pat matė didžiulę kariuomenę. Вы знаете, часто Бог, когда говорит, что как песка на морском берегу, Он показывает масштаб. Žinote, man atrodo, kai Dievas sako, kad kiekis toks kaip smilčių ant jūros kranto, tai jisai rodo mastą. Но несмотря на все это, Он говорит такие важные слова. Bet nepaisant viso šito, jisai sako tokius svarbius žodžius. Бог может спасти и через маленькое количество, и через большое. Viešpats gali išgelbėti ir per nedidelį kiekį žmonių, kaip ir per didelį. Шестой момент. Ir šeštas momentas. Делай все, что зависит от тебя, Daryk viską, kas priklauso nuo tavęs. и доверь Богу все, что от тебя не зависит. Ir patikėk Dievui viską, kas nuo tavęs nepriklauso. Здесь очень важно не уйти в другую крайность. Čia labai svarbu nenueiti į kitą kraštutinumą. Довериться Богу и доверять Богу, это не означает просто быть пассивным. Pasitikėti Dievu nereiškia būti tiesiog pasyviu. Если я ищу работу, я делаю все от меня возможное. Jeigu aš ieškau darbo, aš darau viską, kas nuo manęs priklauso. Я делаю резюме, Aš surašau rezume, обзваниваю, я делаю все, что я могу. aš skambinu ir darau viską, ką aš galiu. Если я занимаюсь бизнесом, я считаю, планирую, делаю бизнес-модели, фин-модели и так далее. Jeigu aš turiu verslą, aš viską apskaičiuoju, aš sudarau biznes modelius. Если речь идет о моей семье, о моих детях, о жене, я так само прикладываю все усилия. Jeigu kalba eina apie mano šeimą, apie vaikus, apie žmoną, aš taip pat dedu visas pastangas. Я учу моих детей, строю планы про их карьеру, про то, как они будут дальше учиться. Aš mokinu savo vaikus, aš kuriu planus jų karjerai ir kur jie toliau mokysis. Я буду делать все, что от меня зависит. Aš darysiu viską, kas nuo manęs priklauso. Послушайте, но что очень важно. Bet kas yra labai svarbu, Но я не буду пытаться занять место Бога в моем сердце. bet aš nebandysiu užimti Dievo vietos mano širdyje. Проблема начинается тогда, когда мой план становится условием моего мира. Ir problema prasideda tada, kai mano planas tampa mano ramybės sąlyga. Потому что тогда мой мир зависит не от Бога, Nes tada mano ramybė priklauso ne nuo а Dievo, от того, насколько жизнь соответствует моему сценарию личному. o nuo to, kiek gyvenimas atitinka mano asmeninį scenarijų. Возможно, в какой-то сфере я сегодня действительно, или ты, или я, потерял контроль. Galbūt kažkokioje sferoje aš ar tu praradom kontrolę, Ты не знаешь, что будет дальше. tu nežinai, kas bus toliau. Я не знаю, вы знаете? Aš nežinau, o jūs žinote. Мы каждый раз про это говорим. Что будет дальше, друзья? Mes kiekvieną kartą apie tai kalbame, kas bus toliau. Мы как-то это контролируем. Ar mes kažkaip kontroliuojam tai? Мы можем суетиться, знаете, пытаться, говорить там, что-то произойдет, что-то не произойдет. Mes galim rūpintis, bandyti ir sakyti, kad kažkas įvyks, kažkas ne. Будет война, не будет войны. Bus karas, nebus karo. Сколько будет война? Kiek laiko truks karas. Ты вообще не понимаешь, как решится ситуация. Tu iš viso nesupranti, kaip išsispręs situacija. Возможно, твоих ресурсов недостаточно. Galbūt tavo išteklių nepakanka. Возможно, твой план не работает так, как ты вообще рассчитывал. Galbūt tavo planas neveikia taip, kaip tu skaičiavai. Но история и Саула и Иоаннафана напоминает нам, Bet Saulius ir Jehonatano istorija primena mum, если я потерял контроль, jeigu aš praradau kontrolę, это абсолютно не значит, что Бог потерял контроль. tai visiškai nereiškia, kad Dievas prarado kontrolę. Если, возможно, я не контролирую сегодня какую-то конкретную ситуацию, Ir galimai aš šiandien nekontroliuoju kažkokios situacijos,
знай, что Бог над этой ситуацией. Bet žinok, kad Dievas yra virš tos situacijos. Но у Бога есть одно условие. Bet Dievas turi vieną sąlygą. Ему нужно твое сердце. Jam reikalinga tavo širdis. Ты можешь смотреть это время на ресурсы, на людей, сколько тебе людей считать. Tu gali tuo metu žiūrėti į išteklius, į žmonės ir skaičiuoti, kiek tu turi tų žmonių. Ты можешь, как Саул, говорить, что у меня всего 600 человек. Tu gali kaip Saulius sakyti, aš te turiu 600 žmonių. Но Бог, Он хочет твоего сердца. Bet Dievui reikalinga, jis nori tavo Послушайте, širdis. количество людей меняется. Žinokit, Dievo žmonių kiekis keičiasi Финансы тоже меняются. ir finansai keičiasi. Здоровье наше меняется. Мы стареем, болеем. Ir sveikata Всё mūsų меняется. keičiasi, ir mes senstam, ir sergam, ir viskas keičiasi. Обстоятельства тоже в жизни меняются. Ir gyvenimo aplinkybės keičiasi. Но Бог остается Богом. Bet Dievas lieka Dievu. Бог остается тот же вчера, сегодня и завтра. Ir Dievas lieka tas pats vakar, šiandien ir rytoj.